В сегодняшнем видео мы продолжим наше путешествие по грузинской архитектуре в Абхазии. В первой части мы смогли рассмотреть 3 уникальных сооружения, каждая из которых рассказывает свою историю и отражает богатое наследие грузинской архитектуры. Как мы уже упоминали, все архитектурные памятники в Абхазии до 17-18 веков имеют грузинские корни. Это неудивительно, ведь на протяжении веков эти земли находились под влиянием грузинской культуры, и древние абхазы, как свидетельствуют исторические источники, были частью грузинского народа. На протяжении веков Абхазия всегда была частью грузинского культурного мира, и это проявляется в ее архитектуре. Сегодня мы рассмотрим еще несколько уникальных примеров сооружений, которые подчеркивают эту связь. Ссылку на первую часть оставлю в описании. Первое сооружение – это Гантиатская базилика, а в грузинской традиции Гантиатский собор, один из самых интересных архитектурных памятников в оккупированном Абхазском регионе, если не самый интересный. Представляет собой храм, построенный еще в византийскую эпоху в 543 году. Один из самых древних храмов в Грузии, если не всего Кавказа. Сейчас выглядит несколько забыто, и его не просто обнаружить среди зарослей в оккупированном поселке Гантиады, или как его сейчас называют абсуизированные Сандрыпш. Про этот храм известно почти только то, что он есть, и то, что он построен в 534 году. Этот храм стал одним из первых в Южном Кавказе. Во всей Грузии он конкурирует только с Тбилисским храмом, Анчисхаты и Болнисским Сионом. В ту пору были и другие храмы, но они сохранились плохо или почти не датированы. Храм стоит в центре поселка Цандыпш, прямо на главной улице, хотя сильно закрыт зарослями, его можно случайно не заметить. Вокруг храма кладбище, густо заросшее пальмами. Церковь Аббата или Аббатская церковь – действующая христианская церковь в Грузии на территории раннесредневековой крепости Аббата в оккупированном городе Гагра. Ныне храм окружен современной застройкой, и асфальтовое покрытие подходит к его стенам. Гагрская церковь относится к числу древнейших культурных сооружений на территории Грузии. Ее стены не имеют художественного оформления. На западном фасаде церкви сохранился только один декоративный элемент – вкладки западной стены. Здесь можно увидеть Болнисский крест в кругу, аналогичный крест в Светицховели и Болнисском Сионе, являющийся отличительной особенностью грузинской архитектуры. Гагрскую церковь впервые обследовал археолог-путешественник Дюба де Монпорье в 1833 году. Из его записей следует, что церковь восходит к началу византийской эпохи и была основана грузинскими священниками, вернувшимися из Константинополя еще в VI веке. Во второй половине XIX века церковь была реконструирована. Ее внешний облик существенно изменился. Ныне это однонефная церковь с 2 боковыми помещениями. Длина церкви 13,5 метров, ширина 15 метров. Если судить по деталям кладки, эта постройка – результат переделки. Археологические исследования данного храма не проводились. Отсюда нельзя с точностью определить, какие части постройки относятся к древности, а какие к постройкам позднейшего времени. Мариам Дидубелидзе относит первоначальное строительство церкви предположительно к рубежу 5-6 века новой эры или к первому десятилетию VI века и определяет тип как трехцерковная базилика. Бзыпский храм – руинированная средневековая православная церковь в селе Бзипта в оккупированном Гагрском районе Грузии, расположена на правом берегу реки Бзипи. Храм является частью комплекса Бзыпской крепости и датируется второй половиной IX века. Церковь представляет собой большое крестово-купольное сооружение, вписанное в наружный прямоугольник стен с 3 выступающими апсидами граненными. Сохранились только руины стен,
покрытых обтесанными каменными глыбами. Кое-где можно обнаружить фрагменты орнамента. По своей архитектуре Бзыбский храм схож с храмом Гантьяты. Руины храма расположены в верхней части разрушенной крепости, нижняя часть которой когда-то пересекала старая дорога. Крепость занимала важное стратегическое положение, позволяющее контролировать Бзыбскую долину, по которой проходил один из перевальных путей на Северный Кавказ. К востоку от Бзыбского храма видны остатки другой старой церкви. В 2007 году церковь была включена в список недвижимых культурных памятников национального значения Грузии. Бичвинский храм или Большой Бичвинский храм, православный храм в оккупированном Бичвинте, построенный первоначально в IV веке и в предыдущем перестроенный в VI веке и в начале X века. Отреставрированный и сохранившийся к настоящему времени собор относится к концу IX – началу X века. В IV веке на территории крепости, сооруженной римлянами 2 столетиями ранее, на месте древнего Петуанта, которое служила фортпостом Римской империи в этом регионе, был построен древнехристианский храм Базилика, в котором служил епископ Стратофил, участвовавший во Вселенском Никейском соборе 325 года. В конце V – начале VI века пол этого храма площадью в 60 квадратных метров был украшен богатейшей мозаикой, являющейся шедевром древнего искусства, имеющим мировое значение. Византийский император Юстиан I, под властью которого находилась почти вся Западная Грузия, в том числе и Бичвинта, в VI веке считал Питиус важнейшей стратегической крепостью на Кавказском побережье Черного моря. В VI веке в крепости на месте уже обветшавшего храма IV века, предположительно по его приказу, был возведен новый величественный храм. В IX-XV веках собор неоднократно обновлялся. В XVII веке под угрозой нападения со стороны турок кафедру католикосов Абхазии перенесли в Гелаты, собор был заброшен. Во второй половине XIX века собор был вновь отстроен и освящен в честь Успения Богородицы. Внутри собора, в западной его части, находится усыпальница, в которой находятся 2 гробницы, устроенные апостолом Андрею Первозванному и Симону Канатину, о чем свидетельствуют фресковые изображения 2 апостолов внутри усыпальницы. На сегодня это последнее архитектурное сооружение. Спасибо, что были с нами. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, и ставьте лайк. Это помогает продвижению канала.